Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. И сегодня мы будем делать расклад на тему его чувства к вам сегодня. Перед вами, как обычно, 3 варианта. И пока вы выбираете, я напоминаю, что новинки все в инфоблоке в этом видео. И расклады для знаков зодиака на апрель тоже уже выложены. Ну что, сосредоточьтесь. Думаю, что в принципе вы уже выбрали, вы знаете, что делать. И давайте переходим к единичкам. Ну что, в единичке смотрим вас. И да, в этом раскладе можно говорить о любви, о привязанности, о влюбленности. Вот она любовь, вот она открытая, чистая, есть привязанность, есть желание оберегать, есть желание любить, есть желание быть с вами. Но и в то же время есть сомнения. Есть сомнения, мужчина может лукавить, мужчина может что-то расспрашивать, выяснять, не знаю, пытаться о вас что-то разузнать, что-то о вашем прошлом, что-то о вашем настоящем. Почему? Потому что вот они все сомнения, вот они. Он ищет в поиске каких-то вещей, которые, вот знаете, когда есть сомнения, и мужчина в поиске вот какого-то подтверждения своих сомнений, своей правоты. Вот такое чувство складывается, что он ищет именно подвох сам. Хотя понимает, что уже привязался, понимает, что уже влюбился, понимает, что чувства они есть. Но и недоверие, и сомнения, вот они здесь тоже имеются. Но фактор привязанности, фактор желания о вас заботиться, фактор о том, что с вами хорошо, легко, уютно, комфортно, что вы дама умная, мудрая, что вы дама с опытом, что вы дама, которая может подсказать, наставить, поддержать, подстраховать, которая может быть такой некой опорой для него, неким таким оплотом для него, это тоже здесь имеется. Но сомнения тоже тут не маленькие. И в любом случае все его чувства, все его сомнения выливаются в то, что он понимает, что бы ни происходило, что бы там ни было, какие бы его сомнения не одолевали, он понимает, что ему с вами очень и очень хорошо, комфортно. Но все равно вот эти черные, темные мыслишки, они не дают ему покоя, они не дают ему успокоиться, знаете, вот таких, чтобы чувство было покоя и гармонии внутри. Вот этого, к сожалению, нет. Тут есть то, что его тревожит, что его волнует. Но большей частью это все равно надуманное. Надуманное на фоне чего-то прошлого, либо рассматривает вас сквозь призму своих прошлых отношений, прошлых женщин, либо просто мужчина не уверен в себе и постоянно ищет подвох. Вот оно. Но, скорее всего, тут все равно какие-то прошлые отношения, они просто-напросто не дают ему покоя, и он постоянно в таком в подвешенном, неуверенном в себе состоянии. Ему с вами хорошо общаться, ему вы нравитесь, ему с вами интересно, ему нравится узнавать с вами что-то новое постигать, какие-то новые грани в отношениях. Может быть, вы для него как некая такая загадка, которую ему интересно и любопытно разгадать, с которой ему интересно общаться. Он все равно отношения с вами дают ему некую такую новизну, силу, энергию, вдохновение, какой-то такой творческие какие-то порывы, что им двигают и толкают его на некие новые горизонты, на некие новые высоты. Тут есть, опять же, место влюбленности, вот оно. Мужчина к вам привязан, мужчина видит вас такой прекрасной, гибкой женщиной, манящей, очень привлекательной, очень сексуальной, такой горячей штучкой. И в то же время все равно, опять же, смотрите, вот эти сомнения у нас и здесь вылезают. Еще рядышком книга, да, то есть он вас изучает, он пытается вас понять, раскусить, разузнать. И все равно вот то его желание вас разузнать, какие-то его исследовательские действия, да, вашей личности, они приводят к тому, что ваши отношения двигаются, что ваши отношения развиваются, что в отношениях происходит такое партнерство взаимовыгодное, взаимодополняющее. Ему с вами легко.
комфортно. Вот корабль, да, то есть вы двигаетесь с ним по одной траектории совместно. И это все приводит, все его чувства, все его любопытство, все его к вам внимание, к тому, что он все равно нацелен на то, чтобы вас изучать, на то, чтобы вас постигать, чтобы двигаться с вами дальше, отношения развивать. У нас выпала карта компас, а компас это направление движения, да, точное и конкретное, то есть ты задал себе направление, задал себе долготу, ширину и двигаешься в этом направлении уже четко и конкретно. И вот здесь вот мужчина, он знает конечную точку, по крайней мере сейчас понимает некий конечный результат, которого он бы хотел добиться, как говорится, сквозь тернии. Да, есть сомнения, да, и страхи, но в любом случае двигаться и развивать отношения он будет. Что одна, что вторая колода нам показали именно движение и внутреннее желание развивать отношения. Вот такой у нас получился вариант для единичек. Дорогие мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Здоровья, любви, благополучия, процветания. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я перехожу к двоечкам. Итак, двоечки, смотрим вас. И какие чувства он испытывает к вам сегодня. Вы знаете, на сегодняшний момент вот тут чувство конкуренции и борьбы. Чувство вот из вредности сделаю так, как я хочу. Какие-то капризы с его стороны могут быть, какие-то такие агрессивные, очень строптивые нотки в его поведении, в его словах могут быть. Он видит в вас именно какого-то конкурента и чуть ли не врага, который сопротивляется его желаниям, его неким таким стремлениям. Но и в то же время здесь есть, конечно, чувство привязанности, чувство долга, желание помогать, желание защищать. Вот он хочет быть рядом с вами мужчиной. Другой вопрос, что вы можете иногда перетягивать эту функцию в каких-то вещах на себя. Его это не устраивает. Он видит сразу у вас конкурента, и тут получается коса на камень попадает, стенка на стенку у нас надвигается. И отсюда конфликты, отсюда ссоры, разочарования и такие нервные потрясения в отношениях. Мужчина чувствует, что то, что было раньше между вами, достаточно такое цельное, гармоничное, красивое, оно уже разбилось, оно уже не то, и отношения уже не те. И тут этот водоворот разрушенного чего-то, да, он уже затягивает. Вы друг друга уже перестали слышать и перестали понимать. Вы на жизнь стали смотреть под разным углом. Между вами как будто бы стена, которая не дает вам услышать друг друга, понять друг друга. Хотя вы пытаетесь это сделать, но пока что не получается. Все это приводит к тому, что вы друг от друга закрыты, вы находитесь как в некой изоляции друг от друга, в такой эмоциональной изоляции. Отсюда чувство одиночества, чувство боли, чувство того, что вы друг другу не нужны, и он, и вы чувствуете себя достаточно такими одинокими, и такая внутренняя тоска, боль, непонимание. Но как бы то ни было, все равно он видит в вас даму мудрую, даму шикарную, даму социально активную, адаптивную, даму, которая достаточно умна, начитана и мудра. Но и в то же время вы достаточно амбициозны, вы сильны, у вас есть сила, интеллект, у вас есть такая хваткость, которая позволяет вам добиваться своих поставленных целей и стремлений. В то же время вы для него как некий такой помощник и подсказчик в каких-то его делах, в каких-то его проектах, заботах, я не знаю, мыслях и так далее и тому подобное. Вы способны дать мудрый, очень умный совет, способны его подтолкнуть, вдохновить на некие действия. И в то же время вы своим поведением можете заставлять его сомневаться, можете заставлять его начинать сомневаться в себе, уходить в себя, и вот тут вот искать, копошиться, что же он сделал не так, и почему вы
То есть вы, дамы, вы так себя ведете по отношению к нему. Почему вы так себя ставите, почему вы так себя транслируете? Вот он не понимает иногда ваших действий и ваших слов, и ваших разумений. И тут начинается опять-таки конфликты и недопонимания. Достаточно такие бурные, вполне могут быть неожиданные, какие-то неприятности в отношениях могут всплывать. Но в то же время вот это ваше поведение, да, оно заставляет его очень сильно задумываться, уходить в себя, начинать искать ответы, начинать анализировать свои действия, свои поступки. Как-то это заставляет его и над собой работать. То есть мужчина за счет таких ваших неких таких слов, поведения, да, разговоров, подачи, трансляции вы заставляете его расти, учиться, постигать какие-то новые грани, обучаться, узнавать что-то новое, именно как мужчину, как личность, сильную и волевую. Именно вы являетесь источником его роста, самореализации, некого такого вдохновения, движения вперед. Вы для него как некий агрессор, который его толкает именно на развитие своей личности. Но опять же это через нервы, через недопонимание, через какие-то ссоры, конфликты и претензии с вашей стороны еще могут быть. Вот это, вот то-то и вот то-то ты не можешь, можете вот его прям упрекать в чем-то. Но опять же это для него как некое учительство с вашей стороны. И поэтому тут могут быть опять же ссоры, скандалы, конфликты, которые мы видели в предыдущей колоде. Вот они, коса на камень. Вы пытаетесь его научить жить, ему это не нравится, и начинается недопонимание. Опять все это приводит к одиночеству каждого из партнеров. Вот такой у нас расклад получился для двоечек. Дорогие мои, я вам желаю здоровья, удачи, благополучия, любви, гармоничной, страстной, легкой, приятной, такой радостной. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, переходим к троечкам. Третий вариант, смотрим вас и его чувства к вам сегодня. Вы знаете, вы вызываете в нем чувства такие достаточно теплые, семейные, гармоничные. Напоминаете ему о семье, о доме, может быть даже о маме, вот о каком-то детстве вполне может быть по этой карте, да. Но как бы то ни было, все равно он держит себя в руках. Он не позволяет себе углубляться глубоко, заплывать туда вглубь, да, нырять прямо в эти чувства. Нет, он все контролирует, держит все под контролем. Вам до конца, конечно же, свои чувства и привязанность он не показывает. То, что вы берегите у него на сердце и в душе, он вам не говорит, не показывает, ну, можно сказать, где-то лукавит. Больше, наверное, здесь он притворяется, одевает маски и транслирует вам именно что-то другое. Транслирует, какой он сильный, какой он прекрасный, расчудесный, какой он завидный, так сказать, жених. Транслирует вам свою силу, мощь именно мужскую. И в то же время здесь, конечно, есть место доверию, есть место любви, влюбленности, хоть он сам до конца этого не осознает и не понимает, но чувства к вам все равно у него есть достаточно глубокие, доверительные, теплые, гармоничные. Тут такое доверие и влюбленность все равно она присутствует. Но он как бы защищается, он закрывается, есть какие-то некие страхи, сомнения, конечно же, он живой человек, и они здесь проявляются. Поэтому еще он может как-то, знаете, не показывать до конца то, что он чувствует и что у него на сердце и на душе. Это приводит все к тому, что он может немного от вас отгораживаться, не показывать вам на самом деле своих чувств. Приводит к тому, что иногда, знаете, есть такое ощущение брошенности и некого одиночества, недолюбленности. Ощущение, что он один во всей вселенной, во всем мире. Вот есть такое ощущение. Почему? Опять же, как я уже говорила, из-за страха.
именно окунуться, именно нырнуть, вот, довериться этим своим чувствам и своей привязанности. Но как бы то ни было, все равно он уже даже неосознанно эти чувства у него есть, эта привязанность, она есть и она существует. Но он и как бы держит их в ежовых таких вот рукавичках. Он не дает себе свободы именно нырнуть. Вы для него все равно какой-то такой некий шанс, что ли, измениться. Измениться именно внутри. Вы даете ему такое желание расти. Вызываете в нем желание расти, становиться мудрее и умнее. Он начинает все равно над собой работать, разглядывать себя, изучать себя, анализировать все-таки, какой он на самом деле. Вот иногда мы сами не понимаем, вот что мы любим, глазунью или омлет, пашот там или я не знаю что, ну пусть будет тот же омлет. И иногда мы даже нет вот такой четкой осознанности, не понимаем, да, до конца себя как личность, глубоко себя не знаем и не понимаем. А вот вы заставляете его рыться внутри, анализировать себя, искать какие-то свои достоинства и недостатки, заниматься, в общем-то, самоанализом и самокопанием, что приводит к росту, к развитию этого человека, что заставляет его смотреть на жизнь и на себя как на личность совсем по-другому, заставляет его, как-то, знаете, верить в себя, верить в свои силы, верить в свои какие-то знания, умения, опыт, ресурсы и становиться более уверенным в себе, более таким жестким, более властным, более амбициозным. Появляется вот эта воля и сила характера внутри. Почему? Потому что рядом с ним очень мудрая и умная женщина, напоминающая ему все-таки мать или какую-то женщину, которая для него является неким эталоном того, как должна, образом, да, который он себе придумал, как должна выглядеть настоящая умная, мудрая женщина. И это приводит к тому, что он к вам все равно привязывается, приводит к тому, что он видит в вас поддержку, видит в вас друга, которому можно и нужно доверять, с которым можно пойти, как говорится, на войну, в котором можно найти оплот, в котором можно найти взаимопонимание, взаимодоверие, да, с которым можно быть собой, с которым можно быть и легким, каким-то инфантильным человеком, и с которым можно быть сильным мужчиной, таким властным защитником, да, альфой каким-нибудь, с которым можно, в принципе, о чем-то поговорить, что-то обсудить, которое не осудит, которое поймет, которое подскажет или скажет, где был человек неправ, либо наоборот прав. И все равно вы для него человек очень важный и нужный по всем колодам и по всему раскладу, дорогие мои троечки. Даже если он отворачивается и транслирует вам совсем другое. Вот такой получился результат для троечек. Расклад. Я всех благодарю, что были со мной. Я вам желаю любви, гармонии, процветания, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю еще раз. Прощаюсь. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Увидимся.